дорогие студенты, уважаемые школьники. Они будут слушать нас по интернету. Поэтому я очень рада, что сегодня не только профессиональное сообщество подключилось к нашему семинару, но и вы. Это будущие педагоги, будущие биологи, то есть будущее нашей страны. Сегодня мой доклад будет, это даже не доклад, это будет мое выступление, будет посвящено водорослям, их современной систематике, их разнообразию, их использованию в биотехнологии. Я думаю, что все мы вспомним то, что уже кто-то, может быть, забыл, а кто-то еще не проходил. Итак, что такое водоросли? Подскажу. То есть это группа организмов, это не систематическая группа организмов, это сборная группа организмов, в которую входят те водоросли, у которых есть обособленное ядро, которые способны фотосинтезировать, которые обитают в различных условиях. Это альга или водоросли. Совсем недавно еще к водорослям относили и цианобактерии, потому что у них также есть фотосинтетический аппарат, и они с помощью хлорофилла синтезируют органические вещества. Давайте вспомним, что из себя представляют водоросли. Во-первых, они очень разнообразны по своему размеру. Есть такие водоросли, которые можно увидеть только с помощью микроскопа, причем с хорошим увеличением, размер которых достигает 3 микрометра. А есть водоросли, размеры которых просто удивляют. Они достигают в длину порядка 60 метров и образуют подводные леса. Вот здесь вот на фотографиях вы можете видеть. Большинство водорослей — это свободно живущие организмы, которые создают планктон. Они являются неотъемлемой частью планктона. Ими питаются большинство организмов, животных организмов, которые обитают в морях и океанах. Кроме этого, водоросли активно распространяются и в наземных условиях. Они заселяют почву, их можно встретить на коре деревьев, как вы видите вот здесь вот на фотографиях. Покрываются деревья, когда кора деревьев покрывается зеленым налетом. Если посмотреть под микроскопом, то вы увидите как раз-таки микроскопические водоросли. Водоросли могут быть как подвижными, так и неподвижными. Хлоропласты некоторых водорослей имеют уплотнение в виде периноида, поэтому вот эти вот образования как раз-таки и являются периноидами. Водоросли обладают различной структурой тела, они могут быть, как я уже сказала, микроскопическими, так и достигать огромных размеров. 4 основные группы — это одноклеточные, колониальные, ничатые и многоклеточные. К одноклеточным относят монадную структуру тела, например, на примере хлонида монады. Это амебоидная структура тела, когда у клеток нет жесткой фиксированной оболочки, и они способны образовывать псевдоподии и передвигаться в благоприятные условия существования. Может быть какоидная структура тела, причем они не только округлые могут быть, они могут быть любой формы, там, квадратной, прямоугольной и так далее. А также сифоновый тип строения, когда водоросль достигает макроскопических размеров, но не имеет клеточных перегородок. И, например, вот такая водоросль, как каулерпа, она, достигая высоту почти 2 метров, является одной клеткой. То есть это самая большая клетка на нашей планете. Кроме одноклеточных можно встретить еще колониальные водоросли.
на примере вот вольвакса. Если в колонии число клеток строго определено для вида, то такие водоросли, такие колонии называются ценобиями. Нитчатые водоросли можно встретить в большом разнообразии в окружающей среде. Кроме нитчатых есть еще и разнонитчатые, те, кто образует ветвление, и часть нитей выполняет функцию, например, которая стелется по субстрату, функцию прикрепления к субстрату, а часть вверх приподнимающихся нитей выполняет функцию фотосинтеза. Из многоклеточных можно еще выделить те водоросли, например, такие как ульва, зеленые водоросли, которые имеют пластинчатую структуру тела, порфира, красные водоросли, которые обладают псевдопаренхиматозной структурой тела, тоже только ложнотканевый, и ламинарий, например, это бурые водоросли, у которых структура тела тканевая, где есть уже распределение функций клеток на запасающую, фотосинтезирующую и так далее. Где же обитают водоросли? Обитают они в разных средах. Это, естественно, водная среда, как морская, соленые водоемы, соленые озера, моря и океаны, так и пресная вода. Здесь на фотографиях вы видите примеры, когда водоросли вызывают цветение воды или почвы. Посмотрите, вот здесь вот, на почве, на влажной почве при достаточном питании водоросли образуют достаточно крупные разрастания и видны невооруженным глазом. А так почвенные водоросли мы обычно наблюдаем только с помощью микроскопа. Современная систематика водорослей, она сильно меняется, причем в течение буквально нескольких месяцев может структура кардинально поменяться. И буквально вчера в системе AlgaBase, это крупная база данных по водорослям, система водорослей представляет следующим образом. Это эукариотические водоросли, представители 3 царств входят в эту группу. Это растения, хромиста и протозоа. К растениям на данный момент относят каровые водоросли, зеленые водоросли, красные водоросли. Хромиста – это представители все отдела гетероконтофита, в которые входят такие группы, как бурые водоросли, диатомовые водоросли, желто-зеленые, эустигматовые и хризофитовые водоросли. А также группа, о которой я тоже уже говорила, это группа прокариотических водорослей. Они относятся к царству эобактерия и называются цианобактерии, представлены одним отделом и одним классом. Для определения систематического положения водорослей используют широкий спектр признаков, таких как организация талона, набор пигментов, продукты фотосинтеза, особенности строения хлоропластов, очень важный признак, строение жгутиков, способы размножения, особенности размножения, особенности цикла развития, особенности митоза и молекулярно-генетические данные. Вот как раз-таки эти методы на современном этапе являются основными и лидирующими в определении систематического положения водорослей. Цианобактерий тоже. Итак, остановимся немножко на цианобактериях, потому что это тоже очень значительная и очень важная
часть микроорганизмов фотосинтезирующих, которые по современным данным произошли еще 4,5 миллиарда лет назад. И именно цианобактерии, с помощью цианобактерий жизнь на Земле стала возможна для других организмов. То есть состав атмосферы, который сейчас у нас есть, накопленное органическое вещество, это все заслуги цианобактерий. Они содержат пигменты, широкий набор, это хлорофилл, хлорофилл только группы А и фикобилипротеины, к которым относят пигменты разной окраски, такие как фикоцианин, синий, алофикоцианин, тоже синий пигмент, и фикоэритрин, красный. Продукт запаса цианобактерий – это гликоген, который отличает их от растений, поэтому они в другую группу относят. Кроме того, что цианобактерии способны фотосинтезировать органические вещества, то, что они выделяют кислород, еще большая заслуга цианобактерий в том, что они с помощью способности к фиксации атмосферного азота делают этот азот доступным. Азота много в атмосфере, но мы его не усваиваем. И только цианобактерии, еще одна группа, это клубеньковые бактерии, способны его фиксировать и делать доступным для других организмов. На этом слайде вы можете посмотреть примеры цианобактерий, а именно носток, который широко распространен в природе, часто встречается во влажной почве. И даже если вы выйдете летом на газон или во двор к себе и копнете немножко земли, посмотрите под микроскопом, вы на 90% скорее всего встретите именно носток. Он имеет колонии, причем колонии могут быть как аморфные, то есть с достаточно эластичной слизью эти колонии растекаются, либо эти колонии имеют такой жесткий перидерм и колонии шаровидной формы. Здесь как раз таки на фотографиях вы можете увидеть гетероцисты. Это клетки цианобактерий, которые фиксируют атмосферный азот. Там содержатся ферменты, участвующие в этом процессе. Следующий представитель – это уже одноклеточные цианобактерии, это глиокапса. Интересно она тем, что небольшие клетки какой-то формы окружены мощными слизистыми чехлами, которые защищают эту цианобактерию от недостатка влаги, от внешних воздействий. Встречаются в воде, в почве, на коре деревьев. И я думаю, что эту цианобактерию знают уже практически все, потому что спирулина является источником для изготовления биологически активных добавок и служит в питании человека, имеет очень полезные свойства, то есть это укрепление иммунной системы, противодействие свободному дыханию. Люди, употребляющие спирулину, легче переносят аллергию, повышает выносливость человека, то есть рекомендуется для людей, которые занимаются спортом, способствует росту здоровой микрофлоры в кишечнике, снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение и так далее. Спирулина – это ничатая цианобактерия, эти трихомы, которые спирально завернуты и под микроскопом выглядят очень красиво. Если вы увидите, вы никогда не ошибетесь, сразу скажете, что это спирулина.
Зеленые водоросли могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными. Их клеточная стенка состоит из целлюлозы и пектина. В состав хлоропласта входят хлорофилл А и В, каротиноиды и запасной продукт крахмал. То есть это по своему строению клетки, по физиологии зеленые водоросли наиболее схожи с высшими растениями, и поэтому, допустим, те опыты, которые, например, эксперименты проводят на зеленых водорослях, их можно легко экстраполировать и на всю группу высших растений тоже. Обитают в основном в пресных водоемах. Среди зеленых водорослей хочется поделиться с вами замечательными фотографиями такой водоросли, как вольвакс. Она состоит из сотен мелких одноклеточных организмов, похожих на хламидомонаду, то есть имеют жгутики. Но эти клеточки связаны между собой цитоплазматическими мостиками. И благодаря этому жгутики двигаются всегда в том направлении, в котором необходимо. То есть в более благоприятные условия для существования этой водоросли. Можно встретить в небольших, хорошо прогреваемых водоемах, в каналах и даже в лужах. Очень интересная и красивая водоросль – это водяная сеточка или гидродиктион, которую аквариумисты выращивают в аквариумах. Это выглядит очень красиво. Представлено вот такими вот клеточками, соединенных по 5 или 6 такие циклы. И тоже хочется вам еще разочек напомнить о хлорелле. Это хлорелла, обыкновенная хлорелла вульгарис, которая сейчас рекламирует и по телевидению, и по радио, как препарат, как биологически активная добавка, используется в виде таблеток или порошка, которые рекомендуются для употребления людям, а также как биостимулятор и вещество, которое способно противодействовать патологическим организмам, обитающим в почве. Это суспензия хлореллы. Под микроскопом она выглядит следующим образом. Это клеточки кокоидной формы размером несколько микрометров с периноидом. Тоже очень достаточно хорошо визуализируется. В состав суспензии входят, вообще в состав клеток хлореллы входят более 650 веществ, которые можно отнести. Это витамины, микроэлементы, белки, аминокислоты, фитогормоны, а также хлорелин – это природный антибиотик, который как раз-таки вот и служит фитопатогеном. Следующая группа – это красные водоросли, которые относятся именно к растениям. Очень интересная, своеобразная группа. Это либо одноклеточные, либо макроскопические водоросли, достигающие где-то размером до 1 метра. Они растут в основном в морях и океанах, но есть и пресноводные, и даже почвенные красные водоросли. Если почвенные, то это микроскопические, одноклеточные. Они содержат богатый состав ферментов, в который входят это хлорофилл А, фикобилипротеины и каротиноиды. Запасной продукт либо багрянковый крахмал, который по своей природе ближе к гликогену, а также и гликоген. Красные водоросли широко используются человеком и в биотехнологии тоже. Основные вещества, которые производят из красных водорослей, это агар-агар и караген.
которые такие являются желеподобным, клееподобным даже веществам. Из них производят тот же самый питательную среду агаризованную, используют в пищевой промышленности, в косметической промышленности. Из красных водорослей можно здесь на слайде познакомиться с такими, как Batrachospermum, Polysiphonia. И есть водоросль прототека, которые, внедряясь в клетки эпидермиса человека, вызывают заболевания. То есть вот такая способность водорослей внедряться в клетки человека может быть, есть такой вот небольшой потенциал, может для работы вот как раз таки вас, ребята, возможно осуществить симбиоз клеток человека, например, с той же самой хлореллой, которая не вызывает заболеваний, которая только пользу оказывает. И потом эти вот небольшие участки кожи чипировать, и человеку, может быть, не нужно будет питаться, то есть он будет фотосинтезировать. То есть это, конечно, идея завиральная, но красивая. Подумайте об этом. Почему бы нет, если есть вот такой прецедент? Конечно, в качестве патогена здесь прототека играет. Но вы подумайте. Следующая группа – это харовые водоросли. Они по своей природе очень близки зеленым и раньше входили в отдел зеленые водоросли, но они отличаются своим способом размножения, поэтому сейчас это отдельная группа. Здесь также всем известные организмы, я хочу напомнить вам, это спирогира, например, хара, одноклеточные, космариум, очень красивые водоросли, кластериум, клипсармидиум, которые очень часто встречаются в почве и являются объектом исследований многих альгологов. Так, дальше мы с вами переходим к изучению уже, рассмотрению групп водорослей, которые относятся к царству хромиста. Это желто-зеленые водоросли. Они характеризуются наличием в хлоропластах пигментов хлорофилла, каротинов, ксантофилов и продуктов запаса. Это масло, у некоторых волютин, гликозин. Особенность этой группы в том, что зооспор имеет два жгутика, разные по размеру и по строению. Данный класс объединяет 600 видов. Они распространены в водоемах, в основном пресных, редко встречаются в солоноватых водоемах, а также в почве. То есть раньше вот эту группу прям активно причисляли к почвенным водорослям, хотя в водоемах она тоже достаточно широко встречается. Представителями данной группы является Botrydium. У нас на территории республики достаточно широко распространен Botrydium гранулятум. Он может образовывать макроскопические таломы такой шаровидной формы и своеобразной желто-зеленой окраской. Также можно в водоемах увидеть его шерию и батридиопсисы и плеврохлорисы. Дальше идем. Матовые. Они были вычленены из отдела зеленых водорослей. Сейчас насчитывают 219 видов. Одноклеточные или колониальные, клетки кокоидной формы, обитают в пресных,
солоноватых морских водах, а также в почве. Отличаются от желто-зеленых тем, что стигма эустигматовых она не связана с хлоропластом, а также отсутствием атероксантина в составе пигментов. Здесь вы видите представителей этого класса: одноклеточные вишерию, хорциопсис. Если присмотреться, ребята, я вас хочу обратить ваше внимание, то в вакуолях этих клеток видны капли масла, то есть они образуют большое количество масла в качестве запасного вещества. И это масло является перспективным для получения биотоплива и других продуктов биотехнологических. Поэтому прошу обратить ваше внимание и на эту группу организмов тоже. Диатомовые водоросли. Сейчас это тоже класс. Раньше рассматривался как отдел. Они обитают в основном в водоемах, пресноводных и соленых, составляют 1/2 биомассы Мирового океана и выделяют 2/3 кислорода, который производит Мировой океан. То есть их роль в природе неоценима просто. И всего 1/4 всего органического вещества на нашей планете также образуется диатомовыми водорослями, несмотря на то, что они микроскопические организмы, либо одноклеточные, либо колониальные. Но диатомовые водоросли, клеточки могут делиться до 8 раз за сутки, поэтому их круговорот, их веществ в природе очень огромен. Из продуктов фотосинтеза это, сейчас скажу, из фотосинтетических пигментов это хлорофилл А, каротиноиды, и основной из пигментов это фукоксантин, который придает клеточкам как раз таки от желтой до темно-бурой окраски. И особенность цианобактерий, особенность диатомовых водорослей в том, что они образуют кремнеземный панцирь, состоящий из 2 половинок. Здесь на фотографиях вы видите, ребята, это панцири Navicula nivalis, а также панцирь диатомовой водоросли, выполненные на электронном микроскопе. Он имеет множество различных шипиков, сосочков, отверстий, то есть особый рисунок, который характерен для данного вида водорослей. И вообще форма клеток и рисунок панциря настолько уникален и красивый, что новое течение в художественном направлении появилось. Это рисунки, выполненные на основе панцирей диатомовых водорослей. Данные виды, которые здесь изображены, также часто встречающиеся на территории Республики Башкортостан. И у нас осталась группа, это бурые водоросли, относятся к многоклеточным морским организмам, являются источником пищи для многих морских животных и рыб. Пигменты, которые входят в состав хлоропластов, это хлорофилл А и С, каротины, ксантофиллы. И также хочется здесь отметить наличие пигмента фукоксантин, который придает бурым водорослям соответствующую окраску. Запасной продукт – это ламинарин. Бурые водоросли широко используются как в биотехнологии,
так и в других отраслях промышленности. Это пищевая, текстильная, фармацевтическая, а также является источником пищи и для людей, и сырьем для производства лекарств. И хочется мне завершить свое выступление тем, чтобы, ребята, вы изучали в отрасли. Это очень удивительный мир, который не просто он полезен, но он очень красив. И я думаю, что те, кто заинтересуется этими организмами, они никогда не пожалеют о выборе вот этого объекта в качестве своего исследования. Так что приглашаем вас в наши ряды и активно заниматься изучением, ну, просто научными исследованиями, изучением водорослей тоже. Спасибо за внимание.